Здравствуйте, с вами телепрограмма «Точка взаимодействия» и журналист Олег Желнин. Сегодняшняя тема нашей телепередачи – патриотическое воспитание и создание Центра патриотического воспитания в городе Якутске. В Государственном собрании Илтумен-Якутии состоялся круглый стол на тему о ходе реализации закона о патриотическом воспитании в Республике Саха-Якутия. Закон принят 1 января этого года и является первым законодательным актом местного самоуправления на территории Российской Федерации. Круглый стол проходил под руководством председателя постоянного комитета Государственного собрания Илтумен по делам молодежи Михаила Гуляева. В нем приняли участие депутаты Государственного собрания Илтумен, представители министерств и ведомств правительства Якутии. Были приглашены общественники и журналисты. С учетом политической обстановки в России, вопрос патриотического воспитания приобретает особую актуальность. Депутаты заслушали доклады представителей Министерств молодежной политики и Министерства образования Республики. И в вопросах, задаваемых представителям исполнительных органов республики, и в своих выступлениях народные депутаты Якутии затронули актуальные вопросы изучения и обеспечения школ патриотической литературой, увеличение преподавания истории России, истории родного края, а также критерии оценки результатов проводимой патриотической работы. Депутаты обратили внимание на необходимость создания единого центра патриотического воспитания. 28 апреля 2022 году мы приняли закон, одним из первых в регионах России, именно закон о патриотическом воспитании. И именно в законе все написано, что систематически, целенаправленно надо работать именно в воспитании молодежи, детей и населения республики. Нужно создать центры, нужно работать именно в школах и, конечно, с молодежью. Необходимость именно центр надо создать не только в городе Якутске, а всем муниципальным образованием. На круглом столе с конкретным предложением выступил общественник Сергей Хромов и предложил создать в районе Табагинского мыса Центра патриотического воспитания путем обмена территории в столице Якутии со строительством многоквартирного дома с предоставлением квартир в этом доме для инвалидов специальной военной операции. Что для реализации закона Илтумена Республики Саха-Якутия на данный момент предлагаю следующее. Так как я являюсь владельцем крупного земельного участка в особо охраняемой территории объектов на Табагинском мысе, возле строящегося лагеря «Полярная звезда», площадь земельного участка 2,5 гектара, территория огорожена, долгов обременения нет, согласованные нагрузки на подключение газа и электроснабжения. За 6 лет я сделал грунтовую дорогу с привлечением профессиональной строительной техники. Данная территория подходит для строительства центра патриотического воспитания. Я Михаилу Дмитриевичу Гуляеву предложил, чтобы было рассмотрено такое мероприятие. Произвести обмен моего земельного участка 2,5 гектара на участок в 7 раз меньше, принадлежащий Республике Саха-Якутия по адресу Матросова 2. Я занимаюсь проектами с ведущими строительными компаниями города Якутска. На территории земельного участка по адресу Матросова 2 в течение 30 календарных дней перепроектируем проект многоквартирного дома. Первый этаж при решении Сан Сергеевича и выходе распоряжений будет построен в течение 2 лет многоквартирный дом по всем критериям с льготными квартирами для инвалидов СВО. Предложение общественника Сергея Хромова поддержали депутаты Государственного собрания Илтумен-Якутии различных партий. Ну, очень интересно прозвучало предложение, на котором я хотел бы остановиться. Это предложение ветерана правоохранительных органов, очень большого патриота нашей республики. Открыть военно-спортивный патриотический лагерь на мысе Табага. Именно там есть земля, есть только нужно решение, государственное решение, что эту землю он, значит, может на определенных условиях, ну, конечно, это же, значит,
затраты определенные были произведены, на определенных условиях передать это госимущество в республике. На этой территории построить патриотический центр патриотического воспитания. Центр патриотического воспитания заслуживает внимания и тем более очень реально. Там все есть коммуникации, есть все возможности, есть земля, только нужна воля и начать строить соответствующим министерством, правительству. И я просто настаиваю на том, буду еще раз, значит, напоминать, чтобы этот вопрос рассмотрели на самом высоком уровне. И приняли положительное решение, а другое оно не просматривается. И, конечно же, я думаю, что там можно было организовать круглогодичные, круглосуточные места для нашей молодежи подрастающей, где они могли бы знакомиться не только для города Якутска, но вообще для целости, для Дальнего Востока. Это был бы такой дальневосточный центр подготовки, начальной подготовки для подрастающего поколения всех жителей Дальнего Востока. Вот это, как бы, я считаю, было бы не очень плохо. Поэтому надо поддержать. Наша фракция, наша партия, я думаю, не против. Всегда такие вещи поддерживают. В поддержку создания Центра патриотического воспитания на Табагинском мысе Якутии выступил оперативный штаб Единого координационного центра в городе Якутске. Это тот случай, когда те задачи, которые стоят перед государством, частное лицо идет навстречу и предлагает свой механизм. Да? Понятное дело, должны быть соблюдены интересы и Хромова, и в первую очередь далеко идущие планы государства, которые будут периодически подстраиваться под требования времени, совершенствоваться, ну и развиваться, то есть расширяться. Та зона, она тоже имеет свою содержательную фишку, скажем так, которая по сути уже начинает выполнять территорию опережающего развития. Это туристический кластер, который там размещен, это транспортная логистика, которая на сегодняшний день вынашивается. То, что предложено сегодня, это очень интересно, и я думаю, что уполномоченные и компетентные специалисты Министерства имущественных и земельных отношений должны найти правовой регламент, чтобы не тратить время, а уже точечно остановиться на этом. Опять же, чтобы все требования законности были соблюдены. Вот если так крупными мазками сказать, то ничего уже не мешает. Достаточно сказать, что все зависит сейчас от темпа работы рабочей группы, которому поручено этим заняться. Я сам лично, как гражданин Российской Федерации, как житель республики, полностью поддерживаю этот проект. Оценку выбора участка на Табагинском мысе дал заслуженный работник культуры Андрей И. Табагинский мыс. Я как ведущий программы «Искатели» Первого канала за 10 лет объехал практически всю Россию, поэтому у меня есть с чем сравнивать. Поэтому потенциал этого места, как место, где можно сделать центр патриотического воспитания, он выходит за рамки не только Якутска, но и республики. Это место может и будет интересно с этих позиций не только для России даже, но и, возможно, как международный центр. А если рядом это воспринимать его как некий комплекс вместе с, скажем, центр реабилитации людей, которые вернулись после специальной военной операции, который тоже очень необходим, это все знают, то здесь будет некий стык, передача каких-то знаний и опыта поколений. Поэтому Табагинский мыс – это самая актуальная тема, когда мы говорим о создании Центра патриотического воспитания. Такого другого места в России нет. Рассмотрела этот вопрос и Общественная палата города Якутска и на своем заседании сделала положительные выводы. Предложение Сергея Петровича о создании Центра патриотического воспитания, отдаленно от городской суеты. В общем, вот эти вот такие вопросы, они очень актуальны. Надо ускориться с решением юридических вопросов и помочь Сергею Петровичу в решении этого данного актуального вопроса. А как раз строительство такого центра, это будет очень серьезным шагом от перехода от слов к делу. Центр будет, и разговор будет другой уже совсем. А пока центра нет, то мы
пока говорим, да, словами. Проект Центра патриотического воспитания на Табагинском мысе Якутии ждет поддержки в Министерстве ведомств Республики Саха-Якутия, так как является выполнением закона о патриотическом воспитании Республики Саха-Якутия. И думаю, есть надежда, что Министерство и ведомства и органы исполнительной власти примут положительное решение. Вот, но я как вижу, патриотизм, он возраста не имеет. Мы все взрослые, вначале сами должны стать патриотами своего Отечества, своей Родины. И на своем примере показать подрастающему поколению, что такое настоящий патриотизм. Это я так вижу. Вот. И он не должен, вы станьте патриотами, а мы тут как-нибудь сами. Нет. Тут общество в целом должно быть патриотически настроенным. Общество. Вот все общество. Это не какие-то отдельные слои, там, не только молодежь, а все. Работа должна вестись и в этом направлении. Это очень важная составляющая. Это, знаете, как воспитать сына. Если отец хочет воспитать из сыновей достойных, мужественных, сильных, крепких патриотов, настоящих защитников Отечества, он должен сам преподать пример. Он должен сам быть таким, вот. И тогда сыновья, глядя на него, впитают все это как губку и вырастут такими же. То есть мы должны начать с себя. Все. То есть и власть, и общество, и население. И показать на примере, что такое быть настоящим патриотом. Вот. Тогда мы добьемся больших результатов. А просто лозунгами там станьте патриотами, но этого сложно добиться. Патриотизм — это не только война, там, защита от войны. Это любить свою страну всегда. И в сложной ситуации, и в хорошие времена. Вот. Не ругать свою страну, не оскорблять ее, да. И самое главное, вот, это должно идти со всех направлений. То есть органы власти, общество, население.